Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Вы не поверите, у нас уже первый лед. И вот с Александром мы выезжаем. То есть он меня подбрасывает до аэропорта. По пути мы решили заскочить в рыболовный магазин, купить принадлежности рыболовные. И итак, погнали. Итак, вот как по мгновению, по щелчку пальца мы очутились в Саскулахе, Анабарского района. Со мной сидит рядом Александр. Привет. Александра уже многие знают, кто давно смотрит. В прошлом году он также нас радужно принял. И в этом году меня хорошо принял. Друзья, напоминаю всем, что Александр занимается туризмом. То есть он может предоставить услуги. Кто хочет, даже у нас в республике, у кого есть желание поохотиться, порыбачить, можете смело звонить Александру. Контакт Александра я, оставляю в описании под роликом. Также его продукция его, то есть местного МУПа, производство, рыбную продукцию. Друзья, кто из России, Центральной России, обязательно заказывайте на сайте клёвая-рыбалка.рф. Там в разделе туризм также есть контакт Александра. Заходите, смотрите, есть туры на море, на гольца, вот, и охота, по-моему, на гуси, да? Да. На гуся, да. Рыбалка на гольца, вот, рыбалка с налима. Да, и еще что-то, да, у вас было. Да, кстати, и кто хочет на следующий год, я опять приезжаю сюда, у кого есть желание, давайте, звоните, созванивайтесь, записывайтесь к Александру. Все поедем, в общем, туда, на транзит и рыбачить. Я сейчас, друзья, иду на транзит смотреть обстановку. Сейчас Александр меня подбросит на автомобиле до куда сможет. И я оттуда сгоняю пешочком. Взял нож, взял такие вот домашние, со вчера вечера приготовленные оладьи, чтобы преподнести в дар. Вот. Ну и, в общем, покажу вам все. Поехали, приятного просмотра. Посмотрите, здесь уже лежит снег. Как давно у вас снег выпал, Александр? Вот недавно, буквально через 2 дня назад. А сколько температура воздуха вообще? Где-то ночью, здесь сегодня облачно, минус 5, минус 4 показывает. Один раз 2 дня назад заморозки были, безоблачная погода была из-за этого. Ночью заморозки были хорошие, до минус 15 ударило. А сейчас вот где-то минус 5, минус 4, днем где-то минус 2, 0 градусов. Вот так вот сегодняшняя обстановка. Ванили. Да, и в эти дни тоже вот такая же погода стоит, судя по погоде, да? Угу. По интернету смотрим погоду. Не так, как раньше по радио, да? Но сейчас уже эра глобализации. Все охотники, все рыбаки, все, которые в лес ходят на охоту, все смотрят погоду, прогноз погоды по интернету. Это очень удобно, полезно и нужно. И, кстати, дорогие друзья, в этом районе, это один из арктических районов, первый, который получит высокоскоростной доступ в интернет. У них здесь протянута оптоволоконная линия везде уже по поселку, и вплоть до, получается, до Мирного, да? Будет через Мирный. Через Мирный уже, вплоть до города Мирный протянуто. Осталось чуть-чуть. Осталось около 20 километров. Около 20 километров осталось соединить ветки, и у них появится интернет. Так что, друзья, кому интересно, обязательно приезжайте сюда на следующий год. Следите за Саскулахом, за Анабаром в интернете. Возможно, будет очень много информации. Вот. Поэтому вот так. Да, возможно, здесь появятся у них, говорит, какие-то свои блогеры. Поэтому, друзья, ищите в инстаграме, в интернете Саскулах.
Вот. Возможно, даже по этому поводу я, возможно, возьму интервью по интернету у кого-нибудь. В общем, смотрите на втором канале Live, тоже, возможно, я буду делать ролики со Скулахи, что не вошло в основной канал, какие-то свои, может, мысли там буду высказывать, поэтому на второй канал Клевая Рыбалка Live, подписывайтесь тоже. Итак, Александр поехал, подбросил меня вот до сюда. В прошлом году, кто смотрел видео, наверное, помнит это место, где мы с Володей всегда оставались. Посмотрите, тундра, ветер такой, и вон там седой анабар. Как сказал один мой знакомый, да здравствуй, седой анабар. Итак, погнали. Ну, здравствуй, седой анабар. Вот такая у нас погода, друзья. Вот так у нас выглядит анабар. Сегодня у нас 27 сентября. Прошу прощения. Вот. Нужно похолодание. Нужны холода, нужна шуга. И только тогда начнет все прихватываться. Нужен снег. Хороший обильный снег. Если на той стороне лед уже, как видим, стоит, то на этой стороне пока нету. Вот. Ну, о, летит кто-то. Летит, друзья, Гагара. Гагара полетела. Вот. Ну что же я могу сказать, друзья, в свою очередь? Давайте преподнесем наш дар оладьи. Оладьи ложу по вращению солнца. Так, положили оладьи наши. Так, с этой стороны вот ручей вытекает. Это уже получается ниже транзита. Вон гора осталась. В прошлом году мы с Володей здесь переходили. Здесь вот стоял лед вот так вот. И тут пробовали рыбачить. Но видим, что здесь уже начинает прихватываться. В эти дни, наверное, уже встанет. Возможно, я здесь буду первую рыбалку свою начинать. Вот, если хорошо прихватится. Вот, посмотрим. Друзья, ну и сразу сделаю объявление о том, что, возможно, после выхода этих роликов я разыграю поездку в Якутию на первый лед. Она будет уже в ноябре, эта поездка. Поэтому, кто не успел принять участие, принимайте активное участие, время еще есть. Сумма пока собрана довольно маленькая, порядка 54 тысяч. И, возможно, на эту сумму я сделаю розыгрыш. Вот. И если не будет достаточной суммы, то победителю придется добавить и приехать ко мне, потому что я другого варианта не вижу. Вот. Напоминаю, что будут разыгрываться ценные призы, печки, воблера, ножи, в общем, и многое другое, календари, сувениры. Поэтому принимайте участие. Итак, друзья, сходили на реку. Вчера Александр по приезду мне сообщил о том, что озера уже все встали. Поэтому давайте сходим, наверное, на озера и посмотрим озера. Кстати, живу я в гостинице. Сейчас там новый комендант, Фёкла Ивановна. Вот. Ну, гостиницу отдельно тоже покажу.
пожалуй, да, все это выложу на втором канале Клевая Рыбалка Лайв. Так что заходите, смотрите, там есть постояльцы. Может быть, возьмем кого-нибудь интервью. Друзья, Анабарский район у нас является первым районом, в котором, одним из первых районов, в котором в это время уже лежит снег, начинают замерзать первые заводи. И поэтому именно на этот район пал мой выбор. Ну, во-вторых, здесь очень промышленный район, алмазы Анабара. Такие предприятия, как Алроса, добывают свои, ну, проводят места, добывают алмазы, золото. И, друзья, здесь очень хорошая инфраструктура в районе. То есть довольно часто летают самолеты. Поэтому мой выбор пал именно на этот район. Вот. Да и мне более знаком этот район. Я здесь работал. В общем. Вот. И поэтому я ежегодно приезжаю сюда на открытие первого льда. Потому что первый лед в Якутии начинается именно отсюда. Побережье моря. Вот ребята с Новосибирска живут в общаге, в гостинице. Привет. Ребят, вы, я слышал, что тянете оптоволокно, да? Самое, ну, для якутян, для вот анабарцев. Сколько километров осталось дотянуть? До Тоскалаха осталось 27 километров. Ну, а до самой крайней точки, не знаю, наверное, километров 300 еще идти. Почти до моря будем идти. Ого. То есть оптоволокно будет прям в море выходить, и через море уже там дальше куда-то, да, хотят? Там остров какой-то есть, не помню, как он называется. А, метеорологическая база, да, станция? Я не помню, как он называется, но вроде говорят, даже через море пойдем. Да, потому что я знаю, что план есть у нас в Якутии, северные районы будут протягивать именно через вдоль моря, то есть эти районы. Да, все впереди, все самое интересное впереди. Тундра, да, тайгу прошли, осталась тундра, и потом поплывем. Поняли. То есть вы работаете здесь уже давно, да? Сколько месяцев в Якутии? Сейчас идет 4-й месяц, начинается. Чисто в Якутию мы прилетели 29 июня. Угу. И вот изучаем местные достопримечательности. Круто. Порыбачили, нет? Ну, любители порыбачить есть, ну, как бы спиннингов мало. Кто поедет в Якутию, запасайтесь веслами, спиннингами, лодками. В общем, кто поедет работать, берите с собой все, потому что работать здесь весело. Понял. Ну и, в принципе, по горам полазить, как бы такая, как Камчатка, своеобразная природа, свои прелести. Поэтому, ну, вообще интересно здесь. Вот, посмотрите, такая техника у него, на которой мы сейчас и поедем. Все лето простояло, да? Все лето простояло. Сейчас нужно прикурить, да, ее, получается, подкурить. Газа маленько, да? Чтобы спровоцировать первый запуск. А, ничего себе как. Еще чуть-чуть. Вот сейчас вот чуть-чуть как будто схватывалась она. Я, в общем, сейчас быстренько Александру вручу свой небольшой подарок, который я привез
города Якутска. Друзья, вот такой вот календарь рыболова, лунный календарь. Здесь вот с фазами клёва, так скажем. Вот это Александру на работу, потом домой, и две штуки он вручит главе района и поселка. Вот, и, конечно же, это, вот, держи, Александр. Спасибо. И вот, это Сахатаеву. Хорошо. Это тебе на этот год, 23. Что тут все-таки? А это Бутугин, это ты был. Лунный календарь. Лунный календарь. Не клево. Сегодня какой? Сегодня еще не наступило. Так, на следующий год, если я приеду 2 числа, приеду. Средний клев. Тугалировал, да? Ну, проверишь. Спасибо. Да, не за что. Так, начали перетаскивание вещей с Александром. Вот. Палатку принесли. Это то все перетащили. Вот. Александр тут даже с креслом ездит, оказывается. Вот, автомобиль стоит там, за грядой. Ну, сегодня пока вот так таскаемся. Завтра уже лед будет прочный, крепкий, поэтому вообще можно не переживать. Спокойно ходить. Ночью как следует похолодает. Очень холодно будет. Вот. И каждый день все холоднее и холоднее будет становиться. Друзья, так как вертыши с собой привезти не удалось, буду на обычные палочки ставить. Вот такие палочки изготовил. И к ним привяжем палатку. Но для этого нужно пробить отверстие во льду квадратное. Лед капец толстый, ребят. Сразу говорю. Все. Ну вот, поставили палаточку. Освещение у меня небольшое, конечно. Вот уже темнеет. Не знаю, видно, не видно на камеру. Вот здесь палатка, в общем, стоит. Александр пошел за водой. Сейчас посмотрим толщину льда около берега. Здесь совсем толстый лед. Здесь один слой. Один слой, да, здесь один слой. Но он толстый. Как ни крути. Ну все, дорогие друзья, Александр уходит. Вон он пошел. Я остаюсь в палаточке. Вот. Маленько дровишек есть у нас осталось. Вот. Александр пошел. Остаемся ночевать. Так. У нас стоит дилемма. Что мы сейчас будем предпринимать? В общем, есть вариант пробить лунку здесь и порыбачить, либо не пробивать лунку и выйти порыбачить снаружи. В общем, вот думаю, сижу. Если здесь пробью лунку, просто будет вода вытекать. Это дискомфорт, сами знаете. Вот.
Много раз мы это уже с вами проходили. Завтра утром могу уже и лунку пробить. Александр сказал, днем приедет. Да и днем будет другая рыба клевать здесь, я уверен. Поэтому лунку надо пробивать утром именно. Сейчас попробую на сало половить, постучать на лима. Вот. Выйдем туда снаружи, постучим фонариком под налобным. Стандартно. Если я поймаю, то я вам крупным планом его покажу. Итак, погнали. Итак, друзья, вот настало утро. Сейчас так, без 15:08. Давайте посмотрим обстановочку снаружи. Выйдем, глянем глазком. И будем рыбачить. В общем, вчера я с Александром приехал, поставился. Вот такое у нас утро. Довольно-таки приветливое утро. Для севера это отличное утро. Вот. Ну что сказать. Вон там я вчера рыбачил. То есть тут рыбачил, там рыбачил. И вон там вот, на границе почти. Вот. Посмотрим. На транзите есть кто-нибудь? Нет. На транзите никого нету. Стоит только лодка. Палатку я вчера один раз подвинул туда. И там уже переночевал. Потому что здесь какой-то зацеп. Какой-то зацеп вытащил. Блин, вот надо же было попасть так. Поставил палатку и попал прям в зацеп. Да. Ну ничего не поделаешь. Так. Все здесь, значит, замерзло. Вот, смотрите. Вчера здесь была вода абсолютно. Лежала вот из ручья. Ну видно, что ночью подморозило. Ну, в принципе, я не замерз. Вот. У меня дрова нормально, печка нормально работает. До утра хватило одной топки. В общем, я вчера до 2 часов ночи пробовал рыбачить, стучал там. Время от времени выходил в палатке, здесь пробовал, шурудил лунку тоже. Вытащил какой-то войл, потом опять подъемчик. Ну, посмотрим. Так, думаю, туда, в сторону, где помельче сходил. Сейчас посмотрел. Думаю, палатку передвинуть туда. Вот. Там и ручей вытекает оттуда, вот. И помельче, в общем. Вон туда сходил. Пока сейчас солнце не взошло. Думаю, под ручьем будет перспективно довольно-таки. Неплохо. Неплохое место. Попробовать. И коса вот это будет каменная. Она и течение тут будет отбивает вот эта вот коса. И поэтому хочу вон туда палатку переместить. Попробовать. Вот. Вот посмотрите тут, как растаяло. Здесь я не помню, у меня что стояло. Чайник стоял точно.
Там стоял чайник. Ничего себе, он как оттаял. Ну, в принципе, нормально. Ну, здесь я типа прикормки сделал. Да и на перловку половить можно, если что. Вот так я тащил. Ну вот видите, вот коса каменная. И вот, собственно, за нее я и принес. Ветер у нас северо-западный. Палатку можно даже развернуть маленько. Вот. Если есть желание. Даже ничего не перевернулось и не пролилось. Итак, друзья, днем приехал Александр. Он привез бензопилу. Напилили дров. В общем, готовлюсь к вечернему ветру. Говорят, будет ураган. И вот, посмотрите, уже подошел ближе прямо вплотную к берегу. И попался вот такой сижок. Вот сюда. Причем я их прямо видел, вот наблюдал, сидел, вот как он это. Как они там плавают. Вот. Я подошел прямо вплотную к ручью и попался стежок. Сейчас пойдем его поставим на жерлицу, воткнем, пока он не замерз. И думаю, что-нибудь мы поймаем на жерлицу. Я здесь уже 2 жерлицы воткнул, но они у меня на этот стоят на кишки, в общем. Ну вот, друзья, вытащил еще одного, только уже по хариусу в этот раз. Посмотрите, какой хороший упитанный харизок вылез. Отлично. Отлично. Вот. Здесь вот отошел маленько метров 15. Сел вот на этом устье прямо вот. И, собственно, взял харизок. Друзья, начался, кажется, клев хариуза вечерний. Посмотрите, Александр вытащил хариуза тоже. Вот, он сидит вот на моей старой лунке. Получается, отлично, отлично, хороший, ага. Так, давай его, может, сразу пойду на жерлицу воткну. Резко взял. Да, резко взял, ага. Так что сейчас вечером хариус, возможно, будет клевать, друзья. Вот, сейчас я пойду его в дальнюю жерлицу воткну. И все, у меня обе жерлицы уже будут нормально с живцами. Вот. Такой хорошего живечного размера харизок. Вот. Завтра, говорят, будет пурга, поэтому готовлюсь. Сейчас вот вморозил палочки там. Ушел на мель. Так сказать. Вот. Завтра буду весь день тогда сидеть там на мели рубачить. Вот так через рот. Теперь сюда вдеваем уже тройник. Вот так. О, hala. Жерлицом тәпті. Жерлицом тәппет. Друзья, у меня сработка жерлицы. Давайте сходим, но удочку
тоже закрепить. Так, тут у меня стоял сик. Сижок стоял. Может быть холостая сработка из-за ветра, не знаю. Сейчас посмотрим. Вымотала леску. Леску все вымотала. Сидит. Идет, ага, налив идет. Сплюнул. А нет, идет. Просто он сюда маленько подплыл. Ну, видать, заглотил его до самого. Не балуй. Ага, либо еще здесь. Пока. Покажись-ка. Такой нормальный. Есть первый налив, есть, друзья. Первый налив есть. Вот такой красавчик вышел. Посмотрите. Вот. Ну такой, сколько тут? Ну небольшой, да? Трешечка, наверное. Где-то трешечка есть, наверное. Вот. Вот такой красавчик на жерлицу. На сига, причем сиг еще работоспособный, можно сказать. Так он что, получается, сплюнул, что ли? Да, друзья, вышел и как раз сплюнул сига. Но сопротивлялся до последнего, то есть он его практически даже не успел заглотить, получается. Ну сик, конечно, уже все, уже отработал свое. Сейчас мы просто за спинку сига. Пахы гитара улу да ханнары. Тахара пата улу. Эти камераны тоқтан қостара білім бұл оқпыт. Тоққа хатар оронға. Александра утащили удочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Незадача-то, а. Пока он тут меня операторствовал, пришел, удочку тащили. Сейчас будем искать, куда она уплыла-то, елки зеленые, а. Хорошая, видать. Хороший сиг, видать, был. Ну сик, правда, уже все там отошел. Вот. Налима сейчас мы выпрямим, оглушим. Ну что, друзья, в лучших традициях, конечно, налив небольшой, но печенку мы сразу извлекем. Вечером, как говорится, поедим. О.
мы любим. Это мы любим. Ой. Ой. О. Такая вот красотень, друзья. Вечером навернем. Так, сейчас. Это мы на чистый снежок положим. Замораживаться. Здесь вот. Желудок подбираем. Вот и все. Внутренности будем рыбачить на них вечером тоже. Нам все нужно. Ничего не выбрасываем. Вот. Все, и самого налима вот так вниз ложишь, вот, чтобы кровь стекала. Все. И там самое главное лежит. Вот так быстренько разделались налимчиком. Рыбалка начинается, друзья. Вот. Это второй день моей рыбалки. У нас уже и приключения тут всякие с Александром. Александр увлекательными поисками занимается. Где-то вот здесь, в этом районе она где-то. Ну да, вот, ага, в этом районе где-то. Удочку уволокла рыба, елки какая-то огромная. Так, а мы пойдемте, давайте, друзья, пока нашу удочку не уволокли. Что это? О, Александр! Кто это? Налим здоровый, да? Ой, не ту нажал. Запись. Ну-ка, опусти как-то ближе. Вот это налим, Яра, слушай. Вот это он утащил твою удочку по-любому. Да, это он утащил. А где у тебя стуколка? Давай, может, постучим его. Ну. На мели, видишь, плавает. Ну. Чё себе. Здорово! Какие люди в Голливуде видели, да? Да? Ага. Так, друзья, пришел наш знакомый Дмитрий. Когда-то то есть этой весной мы с ним ездили на озеро, туда, ближе к морю Лаптевых. Дмитрий пришел рыбачить тоже, да? Рассказывай, что как. Есть улов уже? А он только пришел. Посмотрите, какая у него шапка. Это что, в национальном стиле, да? Вот. Дмитрий у нас долган. Вот у него долганская шапка такая. Посмотрите, вот. Ну что, пойдет такая, нет? Пойдет. Дмитрий сказал, пойдет. Так, выходим на вечерочку постучать налимчиков. У Дмитрия сорвался налим большой. Огромный налим сорвался.
Пойдемте посмотрим, что там у него, как дела у него обстоят. Ага, жерлица. Че, здоровый Налим ушел? А, ага. У него, говорит, на этом вытаскивал и сорвался, говорит, Налим. Из-за того, что здесь течение сильное. Вот. Ну что, давайте рядом постоим, Поучимся у Дмитрия. Maria. Есть поклевка. Идет. Приподнял сейчас только что посмотреть на наживку, потом опустил, сразу взял. Ух ты, вот это красота! Смотрите, друзья, вот это да, вот это налимяра, слушайте. Вот это бык. В натуре бык. Отдай рыбу. Рыбу отдай. Хвост главное отдай. Вот. Вот это да. Вот это кабан. Ну вот, друзья, вот такой вот здоровый налим. Вот, черный прям такой. Видно, что с глубины вышел. Вот. Красавчик. Ну тут килограммов, наверное, ну 6 точно есть, наверное. Где-то шестерик есть. Мы его позже взвесим еще. Вот. Получается, вот на такую оснастку взял. Это хвост хариуза я наживил. И просто ординарный крючок. Вот. Ну и леска. Так, друзья, у нас сработка. Вымотала всю. Ага, есть. Так, да. Есть, ага. Бля, да, чего же говорят? Ага. Канна басар. Канна.